В этом году на дорогах Абхазии погибли 52 человека, получили ранения 255. Цифры страшные. Какой вклад в эту статистику внесли стритрейсеры, а какой просто невнимательные водители, неизвестно. Зато причины аварий из года в год одни и те же. Пересеченная сплошная, проезд на красный и превышение скорости. Именно пренебрежение простыми правилами так часто и подводят финишную черту под чью-то жизнь. Если говорить о уровне смертности на дорогах страны, несмотря на значительное уменьшение в 2020 году по отношению к прошлому году, продолжается оставаться высоким. За 11 месяцев 2020 года отмечено уменьшение количества ДТП на 8 случаев, количество смертей на 4 случая, количество раненых на 55 человек соответственно. Основные виды дорожно-транспортных происшествий – это столкновения транспортных средств, выезд на наезды на препятствия, наезды на пешеходов, опрокидывание транспортных средств. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения, допущенные водителями транспортных средств, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, несоблюдение бокового интервала, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда, пешеходного перехода, несоответствие скорости конкретным условиям движения транспортных средств, выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено. Все выше мной упомянутые нарушения влекут за собой дорожно-транспортные происшествия, где, к сожалению, у нас погибают наши граждане, получают увечья. И эта проблема на сегодняшний день остро перед нами стоит. И Управление госавтоинспекции, Министерство внутренних дел проводит систематичные мероприятия ежедневно, круглосуточно, для того, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия и сделать наши дороги безопаснее. К сожалению, все те мероприятия карательной административной практики недостаточны, если же мы не будем заниматься осознанием вообще этих правил дорожного движения и донести до наших граждан, что соблюдение правил дорожного движения сегодня это жизнь и здоровье, и без культуры на дорогах что-либо добиться единственной карательной административной практики практически невозможно. Вынужденно стал участником ДТП, виноват был не я, за рулем сидела девушка. Все возможное, что я мог сделать, чтобы уйти от аварии, я сделал. И оставалось всего лишь повернуть чуток вправо, и не было бы аварии. Но она сидела в телефоне, и она меня не увидела. За красивой машиной всегда стоят огромные лошадиные силы под капотом, а ночные сигналы, шум от глушителей, форсированных моторов, мягко говоря, не доставляет восторга. Гонки являются одним из самых популярных жанров компьютерных игр. Но зачастую эти игры выходят за пределы компьютерной клавиатуры. И как итог, последствия, которые приводят к печальным результатам. Такой вид гонок запрещен, но несмотря на это, молодые люди продолжают устраивать некое шоу. Милиция отслеживает подобные мероприятия. При их выявлении налагается административный штраф. Однако задержанным инкриминируется нарушение ПДД, например, превышение скорости. Но специальной статьи за ночные гонки нет. К счастью, не вся молодежь поддерживает такой образ вождения. Большая часть осознает всю опасность таких мероприятий. Ты пока не семейный человек, ты хотел бы, чтобы, например, в будущем, да, если будет сын, чтобы с малых лет его обучали культуре вождения. В садике, в школе, не знаю, какие-то курсы, когда именно прививают вот это вот чувство правильного вождения, когда человек с уважением относится к машине. Все-таки машина – это объект повышенной опасности. Однозначно ты права, да. Я бы хотел, чтобы его учили культуре вождения, потому что это обязательно. А любовь к машине там, и как-то относиться хорошо к ней, аккуратно, это он однозначно будет, потому что это его. А к своему, как известно, относится очень хорошо и с уважением. За отчетный период лишено права управления транспортным средством 420 водителей, из них 9 повторно. Направлено в судебные органы для рассмотрения вопросов об административном аресте за управление транспортом в состоянии опьянения 29 материалов на нарушителей. Подвергнуты административному аресту по статье 119 части 2 33 человека.
Количество выявленных нарушений, если говорить на сегодняшний день, за сутки управление транспортным средством в нетрезвом состоянии достигает от 20 до 25. Для Абхазии это очень большая цифра. Вот в черте города у нас часто случаются такие мелкие, слава богу, да, что мелкие аварии, когда кто-то неправильно перестроился, кто-то неправильно завернул, кто-то не по той улице проехал. И вот как ты относишься к такому неправильному вождению, проезд на красный на огромной скорости именно в черте города, когда здесь маленькие дети могут выскочить из любого поворота? Отношусь я к этому очень отрицательно, я не признаю таких людей, и я считаю, это неправильно. Это неправильные поступки, потому что здесь реально не знаешь, кто откуда выбежит, кто как проедет. Это очень плохо. Таких вещей я не делаю и советую другим не делать. А когда вижу, честно говоря, если могу догнать, догоню и скажу, зачем ты так сделал. Пример тебе привести. Я часто выезжаю за пределы Абхазии. Первое в Сочи. Для меня было шоком, лет 10-12, когда первый раз я выехала самостоятельно, что люди вот как в шахматном таком порядке друг друга пропускают на светофоре, на перекрестках, там любой поворот, закоулок. Одна машина проехала, другую пропускает. У нас такое не практикуется. Вот сегодня ты вот очень много ездишь. Есть ли у нас взаимоуважение у водителей? Никакого солидария друг к другу, никакой галантности. Водители у нас такие, как, знаете, слишком грубые, грубый стиль езды, они там не пропускают. Не все, конечно. Есть и нормальные водители, которые всегда пропустят, помогут на трассе где-то. Но не все такие, к сожалению. Мощные и быстрые автомобили требуют разума и большого опыта. Весь потенциал таких машин лучше раскрывать на специальных трассах. Но, к сожалению, есть когорта водителей, которые считают, что длинная и широкая дорога – место для гонок. Вот хочу пример привести. Для меня остановиться на пешеходном переходе и пропустить человека вызывает огромный страх. Потому что несколько лет назад на моих глазах автомобиль остановился для того, чтобы пропустить женщину. Рядом пролетающая машина просто задела эту женщину. Вот как ты относишься к вот этим пешеходным переходам? Почему у нас такое неуважение к нашим же согражданам, которые, они не водители, они пешеходы, они, как и мы, в принципе, мы можем передвигаться по городу. Но почему мы с таким неуважением к ним относимся? Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос. Я сам всегда, когда вижу человека, который проходит, я останавливаюсь, включаю аварийки и стараюсь чуток посередине встать, чтобы перекрыть движение, чтобы человек мог пройти. И при этом ты тоже боишься? Конечно, боюсь, да, я всегда... Сзади тебя он просто не остановится. Да, я всегда смотрю по сторонам. Связано с такой... нет культуры вождения или что? Почему у нас это не меняется? Да, у нас культура вождения такая, махровая, скажем так. И, не знаю, не могу сказать. Честно говоря, не знаю, почему так делают. Но я всегда, когда вижу человека, когда переходит, я останавливаюсь. И стараюсь пропустить человека. Однозначно. Если вижу, что какая-то ситуация там, я могу проехать. Могу не остановиться там. У нас люди тоже такие, где не положено, там могут посередине трассы начать там пробегать. На будущее, конечно, хочется, то есть от имени от автошкол как-то сказать, чтобы такой опыт, может быть, депутаты внедрили в том плане, что отучился человек в 16 лет, дать ему права с таким жестким испытательным сроком, чтобы он мог там ездить до школы, до университета, там без нарушения правил. Если попался, то уже, конечно, там отнимались бы эти права и так далее. То есть хочется как-то что-то такое, потому что молодежь, она, во-первых, легче все это осваивает, быстрее запоминает, и плюс у них будет боязнь нарушить какие-то правила, боязнь нарушить. И эти 2 года до 18 лет, на мой взгляд, позволят сформировать такого правильного водителя. Да? То есть, с одной стороны, он будет бояться, что он нарушит, у него отнимут права. И с другой стороны, это все-таки у него войдет в привычку, и дальше он будет ездить только правильно. То есть это есть такой мировой опыт в некоторых странах. Я думаю, что тоже можно об этом подумать и как-то перенять. За 7 лет сколько автомобилей ты поменял?
Их прям не сосчитать. Очень много поменял машин. С чем связано вот такое количество обмена машин? С каждым разом мои машины становились все мощнее и мощнее. Была такая история, что девушка попросила меня сесть за руль. Она там говорила, что я умею ездить, я там первоклассный водитель, ну на уши, грубо говоря, скажем, присела. И вот я доверился ей. Доверился ей и отдал свою машину. Сел сам на пассажирское. И вот как мы ехали, просто на ровном месте у нас произошло ДТП. Мы чуть не улетели в речку. И вот я не поверил, ну, доверился ей и отдал машину. И вот во что это все превратилось. Так что нельзя доверять. Люди могут там тебе наговорить, чтобы покататься, а на самом деле ездить они умеют, опыта не имеют. Но, насколько я знаю, ты справился с этой ситуацией. У вас, хоть и произошло ДТП, но вы очень так... Да, обошлись, да. Ну, мы ехали, я когда уже понял, что сейчас мы будем делать аварию, я скинул с режима D, скинул на нейтралку и как бы чуток предотвратил. Хотя могло быть и хуже, что мы там улетели бы в речку, потому что машина ехала чуть на скорости. Есть устоявшееся мнение, что правильнее всего получать права, закончив хорошую автошколу, где работают опытные инструкторы и преподаватели. Это дает возможность хорошо подготовиться к самостоятельной поездке на автомобиле по городу и на трассе, досконально изучить правила дорожного движения, тем более если обучение проводится с использованием персонального компьютера для каждого слушателя с уникальной программой по ПДД. Управление госавтоинспекции и МРЭО Республики Абхазия были проведены проверки автошкол. Несколько автошкол были исключены, потому что они не имели лицензию на это. В данный момент проходит жесткий отбор по сдаче экзаменов на права. Можно сказать, из 10 человек 8 не сдают. Это практически всегда эта цифра. Значит, они не получают должные знания в автошколах. Мы хотим в этом направлении усилить контроль. Надеемся, что качество автошкол у нас улучшится, и мы будем стараться это контролировать. Молодые люди, отправляющие машину в управляемый занос, регулярно попадают в ленту новостей. Дерзко проехаться по центральным улицам города или покружить по кольцу для некоторых водителей является настоящим удовольствием и поводом похвастаться своим мастерством в социальных сетях. Обычно комментарии под видео с подобными катаниями делятся на два вида. Одни горожане хвалят гонщиков, другие, напротив, возмущают опасным вождением. Ну, как сказать вам, честно говоря, начнем с того, что и я тоже был когда-то этим участником таких гонок. Но это был такой возраст, вы понимаете, когда ты не чувствуешь никаких берегов, у тебя нет никаких граней, ты думаешь, что так будет всегда и что ты от всего застрахован. Но нет, к сожалению, это неправильно. Таких вещей нельзя делать и нужно как-то предотвращать. Какой возраст молодых людей подвержен такому влиянию, когда они хотят вот в городе, можно сказать, мягко говоря, пошалить, да, не думая о последствиях? Вот какой это вот период возраста, когда вот садится за руль и он с ума сходит просто в черту? Ну вот это с 18 до 22, 3 бывает, потому что в таком возрасте как бы первый раз покупают там машину, у тебя там первая машина. И таким способом люди пытаются как-то выделиться, хотя не понимая, что так ты никогда не выделишься, потому что уже побили все мировые рекорды и скорость никого не удивит, тем более в таких условиях городских. Мощные и быстрые автомобили требуют разума и большого опыта. Весь потенциал таких машин лучше раскрывать на специализированных трассах. Но, к сожалению, есть когорта водителей, которые считают, что длинная и широкая дорога – место для гонок. Мероприятия мы проводим ежедневно, уже не говоря о том, что мы подошли к преддверию Нового года и мы сейчас усилили. Мероприятия у нас усилены, проводятся на протяжении, грубо говоря, с летнего-курортного периода, когда мы встречали отдыхающих, держали общую дисциплину. И несмотря на ежедневную плодотворную работу, выявленных нарушений меньше не становится. Это говорит о том, что культура, осознание, понимание на крайнем низком уровне.
Мне 25 лет, за рулем я уже 7 лет. И чувствую автомобиль прям как свое родное. Да, я уверен в стиле своего вождения, но люди могут как-то, знаешь, помешать, сделать какую-то аварийную ситуацию. И за это в черте города я стараюсь не гонять. За свою жизнь я не боюсь. Боюсь за жизнь окружающих. Потому что у нас такое движение, не знаешь, кто откуда может выбежать, или выехать. Да, за свою жизнь я не боюсь. Личный состав ГАИ Республики Абхазия за отчетный период выявила 43 508 нарушений. Что касается превышения скорости, то если это зафиксировали автоматические камеры, то водителю придет письмо счастья и придется оплачивать штраф. Когда сажусь за руль, я прям вхожу в одно единое с дорогой. Я, машина и трасса. Чувствую себя за рулем очень уверенно. За рулем не боюсь. Когда сидят кто-то другие за рулем, а не я чуть-чуть неуверенно себя чувствую и какой-то страх у меня. Годы твоего вождения было несколько аварий, 3 аварии. Да, 3 аварии. И расскажи о другой аварии. И получается, из всех 3 ты не виноват. Да, я был не виноват. Чтобы вы понимали, во всех ситуациях я был прав. И во всех моих авариях участвовали женщины, девушки. Вот. Ну, как вам сказать, честно говоря, было чуть страшно. Когда вижу девушку за рулем, всегда там боюсь и понимаю, что может здесь быть, потому что не все так уверенно ездят. Начнем с аварии, когда это было 2-й раз. Я ехал, честно говоря, ехал на скорости. И девушка просто тупо начала останавливаться на светофоре. Причем горел зеленый. Не красный, не желтый, а горел зеленый. И я не успел остановиться. Не успел остановиться, и у меня стоял выбор. Или ударить столб, или ударить машину. Ну, что-то мне пришлось ударить машину. Впереди праздники, новогодние каникулы. Милиция уже работает в усиленном режиме. В Республике Абхазия наши граждане горячо празднуют преддверие Нового года и сам Новый год. И, к сожалению, после празднования позволяют себе садиться за руль не в трезвом состоянии. Это чревато дорожно-транспортных происшествий, грубейшее нарушение правил дорожного движения. И мы, естественно, усиливаем в этот период мероприятия, проводим их в городах и районах, усиливаем патрульные экипажи. Сами это контролируем для того, чтобы дисциплина проведения этих мероприятий была на высшем уровне.